Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойр Пиров. Уважаемые телезрители, представляем вашему вниманию поздравления лидеров иностранных государств, руководителей международных и региональных организаций, видных политических и общественных деятелей в адрес президента Республики Таджикистан по случаю Дня независимости Республики Таджикистан. В связи с празднованием 33-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан на имя основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, поступают поздравительные послания и телеграммы руководителей государств и правительств зарубежных стран, международных и региональных организаций, а также видных политических, государственных и общественных деятелей. В поздравительных посланиях отмечаются значительные достижения нашей страны за годы независимости в деле государственного строительства, устойчивого социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения. В них также отмечается последовательное укрепление авторитета нашего государства на мировой арене посредством активного и созидательного участия в решении актуальных проблем международного и регионального характера. Авторы поздравительных посланий и телеграмм с выражением уважения к главе нашего государства и пожеланиями здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности искренне желают народу Таджикистана устойчивого мира, стабильности и дальнейшего процветания. Ваше превосходительство, сердечно поздравляю вас с Днем независимости. Организация Объединенных Наций присоединяется ко всему народу Республики Таджикистан в праздновании этого счастливого дня. В эти дни мы должны помнить о значении достижения целей устойчивого развития, борьбы с климатическим кризисом, расширения возможностей и будущего для всех. Теперь для всех людей наступило время солидарности во имя прогресса, процветания, устойчивого развития и прав человека. Присоединяясь к вам в праздновании этой важной даты, призываю прилагать совместные усилия по достижению лучшего будущего для народа Таджикистана и всех во всем мире. Прошу принять ваше превосходительство, мои уверения в самом высоком к вам уважении, заявляет Антонио Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Таджикистан, Дня независимости. Отношения между нашими государствами поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Россия и Таджикистан плодотворно сотрудничают на различных направлениях, активно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-таджикистанских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии. Желаю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья и успехов, а всем вашим согражданам мира и процветания. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявляет: уважаемый господин президент, по случаю 33-й годовщины независимости Республики Таджикистан, позвольте мне выразить вам и дружному народу Таджикистана искренние поздравления и наилучшие пожелания. Под вашим руководством неуклонно реализуется национальная стратегия развития Таджикистана на период до 2030 года. Достигнуты большие успехи в деле построения государства. В качестве доброго соседа, близкого друга и надежного партнера китайская сторона радуется этому от всего сердца. В июле этого года я совершил государственный визит в вашу страну. В ходе визита мы с вами объявили о развитии китайско-таджикских отношений, всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства в новую эпоху. Договорились о формировании сообщества единой судьбы Китая и Таджикистана на новой отправной точки. Я готов с вами прилагать усилия во имя дальнейшего углубления политического доверия двух стран, непрерывно продвижения всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Таджикистаном и совместно вывести двусторонние отношения на новый уровень. Желаю Таджикистану процветания и роста, могущества, а его народу счастья
и благополучия. Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден пишет: «Уважаемый господин президент, от имени народа Соединенных Штатов Америки выражаю наилучшие пожелания народу Таджикистана по случаю 33-й годовщины Дня независимости вашей страны. За последний год Таджикистан и Соединенные Штаты углубили свое сотрудничество во имя обеспечения светлого будущего для своих народов и международного сообщества. Вместе мы расширили наше партнерство в борьбе с терроризмом, содействовали в деле ответственного использования и защиты окружающей среды, а также поддерживали сотрудничество частного сектора в Центральной Азии. Мы гордимся нашими усилиями по укреплению энергетической безопасности посредством партнерства в сфере важных полезных ископаемых. С оптимизмом, заглядывая в будущее, Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке более сильного, свободного и процветающего Таджикистана. Желаю вам счастливого и мирного празднования в атмосфере национального праздника». Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзияев пишет: «Уважаемый Эмомали Шарипович, искренне рад направить вам и дружественному народу Таджикистана свои наилучшие пожелания по случаю национального праздника Таджикистана Дня независимости. Нас бесконечно радует, что под вашим мудрым руководством братский народ Таджикистана встречает свой знаменательный день с высокими результатами и успехами во всех сферах. Хотел бы отдельно отметить масштабные реформы и большую созидательную работу, проводимую по обеспечению устойчивого развития страны, повышению благосостояния населения, а также престижу и вниманию к Таджикистану на международной арене. Нам доставляет особенное удовольствие, что крепнущие на протяжении многих столетий тесные братские связи и добрососедские отношения между нашими народами поднялись за последний год на беспрецедентный уровень. В результате дискуссий и плодотворных переговоров в рамках государственного визита в вашу страну в апреле текущего года наши отношения поднялись на совершенно новый уровень до союзничества, и это является историческим событием. Уважаемый Эмомали Шарипович, уверен, что наши совместные усилия, открытый и дружный диалог на высшем уровне, достигнутые важной договоренности, послужат обществу и общему процветанию и развитию наших братских народов, дальнейшему укреплению всестороннего и долгосрочного партнерства. Пользуясь случаем, желаю вам, ваше превосходительство, крепкого здоровья, семейного счастья, новых успехов в вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана мира и динамичного прогресса. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев пишет в своем телеграме: «Уважаемый Эмомали Шарипович, искренне поздравляю вас с Днем независимости Республики Таджикистан. Желаю, чтобы Таджикистан и дальше продолжал стремительно развиваться и процветать, и народ во главе с вами достиг своих благородных целей. Уверен, что крепкая дружба и сотрудничество, установившееся между нашими странами, будет и дальше развиваться во благо народов. Пользуясь случаем, уважаемый Эмомали Шарипович, желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашей ответственной работе, а братскому народу Таджикистана мира и процветания». Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров пишет: «Уважаемый Эмомали Шарипович, от имени народа Кыргызстана и от себя лично поздравляю вас с Днем независимости Республики Таджикистан. За годы независимости Таджикистан добился значительных успехов на пути укрепления роста благосостояния народа и повышения авторитета страны на международной арене. Уверен, что отношения между двумя странами будут укрепляться и углубляться в русле взаимного доверия, дружбы и добрососедства. Желаю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а народу Таджикистана мира и развития». Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пишет: «Уважаемый Эмомали Шарипович, дорогой брат, от всей души поздравляю вас и весь народ вашей страны по случаю Дня независимости Республики Таджикистан. Отрадно отметить успехи вашей страны, достигнутые за годы независимости в политической, экономической и социальной сферах,
а также высокий уровень развития многовыгодных отношений, сложившихся между нашими странами. Твердо убежден, что неизменная приверженность Туркменистана и Таджикистана к дальнейшему расширению и углублению межгосударственного диалога отвечает интересам двух народов. Позвольте выразить вам глубокую благодарность за большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Таджикистан. Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Эмомали Шарипович, желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей ответственной деятельности. А братскому народу Таджикистана мира, прогресса и дальнейшего процветания. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пишет: уважаемый Эмомали Шарипович, имею честь направить вам и всему братскому народу вашей страны мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости вашей страны. За годы независимости Республика Таджикистан добилась больших успехов в укреплении своей государственности, улучшения благосостояния народа и повышения авторитета страны на международной арене. Туркменистан придает большое значение укреплению традиционно дружеских и взаимовыгодных отношений с Таджикистаном, которые основываются на прочных узах добрососедства, равноправия, уважения и взаимной поддержки. Твердо убежден, что нашими совместными усилиями туркмено-таджикское сотрудничество будет и далее развиваться и углубляться на благо наших братских народов. Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, а также новых успехов во всех ваших начинаниях и стремлениях на благо народа Республики Таджикистан. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев пишет: уважаемый Эмомали Шарипович, от всего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и в вашем лице всему вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Республики Таджикистан Дня независимости. Под вашим дальновидным руководством Таджикистан уверенно идя по пути всестороннего развития и социально-экономического подъема завоевал высокий авторитет на международной арене. Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджаном и Таджикистаном, построенным на таком прочном фундаменте, как общность историко-культурных корней, братство, взаимное доверие и поддержка. Многовековые крепкие дружеские отношения, установившиеся между нашими братскими народами, активный политический диалог и взаимопонимание сегодня являются одним из основных факторов, определяющих Азербайджано-таджикское сотрудничество на высоком уровне. Ваш государственный визит в Азербайджан, совершенный в мае этого года, открыл новую страницу в истории Азербайджано-таджикских связей, поднял наши отношения на уровень стратегического партнерства. Уровень, что договоренности, достигнутые нами по дальнейшим направлениям наших отношений в ходе многочисленных взаимных визитов, внесет вклад в обогащение нашего межгосударственного сотрудничества новым содержанием, дальнейшему укреплению солидарности между нашими братскими народами, устойчивому развитию и процветанию наших стран и региона в целом. Уважаемый Эмомали Шарипович, в этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах. А братскому народу Таджикистана постоянного благополучия, благоденствия и процветания. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко пишет: уважаемый Эмомали Шарипович, от имени белорусского народа и от себя лично сердечно поздравляю с национальным праздником Днем государственной независимости Республики Таджикистан. Белорусы с особой теплотой относятся к вашей стране, гармонично сочетающей особое внимание к богатому культурному наследию и устремленность в будущее. За годы независимости Таджикистан добился впечатляющих успехов в социально-экономической сфере, обеспечения национальной безопасности, укрепления равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на международной арене. Высоко ценю наш многолетний доверительный диалог и надеюсь на его продолжение в атмосфере дружбы и понимания. Глубоко убежден, что белорусско-таджикское партнерство, основанное
на совместном историческом прошлом будет и далее активно развиваться. Желаю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья и благополучия, а всем гражданам Таджикистана стабильности, мира и процветания. Служитель двух святынь, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд пишет: дорогому брату, господину Эмомали Рахмону, президенту Республики Таджикистан, да хранит его Всевышний. Ассалам алейкум, ва рахматуллахи ва баракату. Мне приятно поздравить ваше превосходительство с Днем независимости вашей страны и пожелать его превосходительству крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу братской Республики Таджикистан дальнейшего процветания. Президент Федеративной Республики Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пишет: господин президент, направляю вам и таджикскому народу свои искренние пожелания по случаю Дня независимости Республики Таджикистан. Межгосударственные отношения наших стран в прошлом году вышли на качественно новый уровень. Региональное сотрудничество, партнерство, которое было налажено в сентябре прошлого года, подчеркивает авторитет Центральной Азии и ее значение для Германии. Германия рассматривает Таджикистан в качестве своего особого важного партнера, прежде всего в сферах безопасности, климата, воды и ледников. Вы можете быть уверенным в том, что Германия, оставаясь и впредь надежным партнером Таджикистана, будет искренне сотрудничать с вами в развитии демократических структур и правового государства, а также в направлении продвижения системы, ориентированной на рыночную экономику. Желаю лично вам всех благ, а таджикскому народу устойчивого будущего в атмосфере свободы, безопасности и благополучия. Президент Республики Корея Юн Сок Йоль пишет: уважаемый господин президент, примите мои самые теплые поздравления вам и народу Республики Таджикистан по случаю празднования Дня независимости Республики Таджикистан. За прошедшие годы наши страны установили дружественные отношения и сотрудничество, надеясь на их дальнейшее развитие, а также на укрепление связи и дружбы между нашими народами. От души желаю вам крепкого здоровья и счастья, а Республике Таджикистан непрерывного процветания. Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари пишет: ваше превосходительство, прошу принять мои сердечные поздравления по случаю 33-й годовщины независимости Республики Таджикистан. Пакистан дорожит своими историческими и братскими связями с Таджикистаном. Уверен, что многогранное сотрудничество между нашими двумя братскими странами, основанные на прочном фундаменте, со временем будут укрепляться во благо наших народов и в целом всего региона. Пользуясь этой возможностью, выражаю вам добрые пожелания здоровья, благополучия и счастья, а братскому народу Таджикистана прогресса и процветания. Прошу принять ваше превосходительство уверения в моем самом высоком к вам уважении. Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф пишет: ваше превосходительство, с большой радостью направляю вам свои самые сердечные поздравления по случаю празднования 33-й годовщины независимости вашей страны. Пакистан уделяет большое внимание своим теплым и братским отношениям с Таджикистаном. Две наши страны, связанные общими узами истории, религии и географии, являются естественными партнерами. С большим удовольствием отмечу, что двусторонние отношения наших стран в течение многих лет продолжают позитивно развиваться. В этом контексте с удовольствием отмечу свой плодотворный визит в вашу прекрасную страну в июле текущего года. Еще раз выражаю вам, ваше превосходительство, благодарность за мое и мой искреннее гостеприимство в городе Душанбе. Данная встреча определила дорогу к последующим шагам, и я уверен, что эта дорога приведет наши двусторонние связи к еще большему развитию и расцвету. Именно в этом духе я приглашаю вас, ваше превосходительство, совершить официальный визит в Пакистан в удобное для вас время. Желаю вашему превосходительству здоровья, долголетия и благополучия, а братскому народу Республики Таджикистан дальнейшего
прогресса и процветания. Прошу принять ваше превосходительство, мои уверения, в самом высоком к вам уважении. Федеральный президент Австрийской Республики Александр ван дер Беллен. Уважаемый господин президент, с большим удовольствием направляю вам и народу Таджикистана мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю годовщины государственной независимости Республики Таджикистан. Этот день, являясь важным этапом в истории вашей страны, свидетельствует о решительности и силе ее народа на пути независимости. Я могу с гордостью заявить, что наши страны с 1991 года наладили и продвигают созидательные и взаимовыгодные отношения. Выражаю надежду, что они впредь будут иметь свое продолжение. Пользуясь этой возможностью, желаю лично вам наилучшие благополучия, а народу Таджикистана светлого будущего. Поздравительные телеграммы также поступили от имени императора Японии Нарухита, короля бельгийцев Филиппа, короля Нидерландов Вильгельма Александра, короля Швеции Карла Густава, короля Испании Филиппа, кронпринца, председателя Совета министров Королевства Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана ибн Абдуль-Азиза Аль-Сауда, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Джана Мина, генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Асад Хана. Поздравительные послания и телеграммы в адрес лидера нации также продолжают поступать. К другим темам. Сегодня, 7 сентября, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в Сагдийскую область с целью участия в праздничных торжествах в честь 33-й годовщины государственной независимости, ознакомления с состоянием жизни населения, ходом работ по благоустройству и созиданию, сдачи в эксплуатацию ряда важных объектов, проведения бесед и встреч с жителями. 7 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в Сагдийскую область с целью участия в праздничных торжествах в честь 33-й годовщины государственной независимости, ознакомления с состоянием жизни населения, ходом работ по благоустройству и созиданию, сдачи в эксплуатацию ряда важных объектов, проведения бесед и встреч с жителями. В международном аэропорту Худжанда президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, встретили председатель Сагдийской области и другие официальные лица. В городах и районах Сагдийской области в честь 33-й годовщины государственной независимости страны были проведены масштабные мероприятия по благоустройству, построено множество объектов различного назначения. Поездка лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, придать еще больше величия праздничным торжествам жителей. Рабочая поездка президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в Сагдийскую область началась с города Бустона. В Бустоне глава государства сдал в эксплуатацию новое жилое здание для военнослужащих подразделений Министерства обороны Республики Таджикистан, дислоцированных в Сагдийском гарнизоне. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в дни празднования 33-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан назвал сдачу в эксплуатацию жилого дома для военнослужащих ценным подарком и в торжественной обстановке лично вручил ключи от квартир счастливым владельцам квартир. Новое здание, состоящее из 5 этажей, построено за счет бюджетных средств и состоит из 45 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Все жилые квартиры обставлены бытовой мебелью и принадлежностями. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал лиц, которые получили новые квартиры, добросовестно и честно выполнять свой долг перед Родиной, служить в качестве надежного щита во имя спокойствия и стабильности, защиты достижений независимого государства Таджикистан. Военнослужащие, в свою очередь, выразили благодарность президенту страны, верховному главнокомандующему вооруженными силами Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, за создание достойных условий жизни, подчеркнули, что они будут верно служить в деле охраны рубежей и защиты мира на родине. Такое признание достоинств сделает их более ответственными, чем когда-либо прежде в исполнении служебных обязанностей. Недавно построенный многоквартирный дом возведен в красивом месте Бустона. Другие важные объекты, в том числе школа, детский сад, поликлиника, торговые и сервисные центры, находятся
на близком расстоянии. Общая площадь местности составляет около 1 гектара. Во дворе здания построена автостоянка, современная спортивная площадка, место для игр и развлечений детей, отдыха и досуга жителей. Кроме того, новый объект оснащен тепловой сетью. Каждая часть жилого дома оборудована современным лифтом. Как было отмечено, обеспечение военнослужащих и членов их семей жильем постоянно находится в центре внимания лидера нации. Этот процесс будет продолжаться. На территории городов и районов страны только из Министерства обороны обеспечено жильем около 1000 военнослужащих. Продолжается строительство жилых домов или военных городков для офицеров и их семей. Напомню, что в 2016 году на этом месте по прямому указанию президента страны уважаемого Эмомали Рахмона для военнослужащих Министерства обороны Республики Таджикистан было построено двухэтажное жилое здание, состоящее из 32 квартир. В рамках рабочей поездки в Сагдийскую область президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в поселке Сырдарья города Гулистон сдал в эксплуатацию новое здание Центра здоровья и ознакомился с условиями работы и обслуживания в этом учреждении. 7 сентября в рамках рабочей поездки в Сагдийскую область президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в поселке Сырдарья города Гулистона сдал в эксплуатацию новое здание Центра здоровья и ознакомился с условиями работы и обслуживания в этом учреждении. Строительство нового здания Центра здоровья началось в апреле 2024 года. В ходе строительных работ было задействовано более 30 местных специалистов. Объект полностью построен с использованием высококачественной отечественной продукции, затраты 2,5 миллиона самани. Новый двухэтажный центр здоровья состоит из 13 кабинетов, в том числе кабинетов стоматолога, УЗИ, семейной медицины, обряда хатна, женских заболеваний и конференц-зала на 25 мест. Новый центр здоровья предназначен для обслуживания 862 хозяйств и 3724 жителей поселка Сырдарья города Гулистона с уровнем и качеством, отвечающими современным требованиям. С возведением нового здания Центра здоровья в поселке Сырдарья 10 местных специалистов обеспечены рабочими местами. Как было сообщено, первоначальное здание Центра здоровья в поселке Сырдарья находилось в аварийном состоянии. В связи с этим было сочтено необходимым в свете поддержки и указания лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в кратчайшие сроки построить и сдать в эксплуатацию новое здание Центра здоровья для повышения уровня медицинского обслуживания населения. Двор медицинского учреждения украшен декоративными цветами и тенеобразующими деревьями. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что в новом медицинском центре созданы все условия для работы и представления услуг. Жители поселка Сырдарья выражают удовлетворение, что живут в атмосфере мира и безопасности в стране, всегда окружены поддержкой и заботами лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Они считают создание центра одной из инициатив руководства государства по практической реализации социальной гуманной политики и ценным подарком в честь великого национального праздника 33-й годовщины государственной независимости. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность ответственным лицам за создание современного центра здоровья и напутствовал врачей на добросовестное служение народу. Как известно, в свете социальной политики государства и постоянной поддержки лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в последние годы увеличилось строительство новых медицинских учреждений, отвечающих современным требованиям. Значительно повысились уровень и качество услуг. В частности, в 2023 году на сферу здравоохранения было выделено 3,3 миллиарда самани, что составляет 8,8% государственного бюджета и по сравнению с 2017 годом больше в 2,3 раза. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в промышленной зоне Гулистона Сагдийской области, подняв покрывало символической таблички, сдал в эксплуатацию предприятие по производству электрических кабелей и шлангов общества с ограниченной ответственностью Абдуллоев Сайдбой. 7 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в промышленной зоне Гулистона Сагдийской области, подняв покрывало символической таблички, сдал в эксплуатацию предприятие по производству электрических кабелей и шлангов общества с ограниченной ответственностью Абдуллоев Сайдбой.
Предприятие построено местным предпринимателем Саидбоем Абдуллоевым в рамках годов развития промышленности. В ходе ознакомления с деятельностью промышленного предприятия «Лидер нации» уважаемый Эмомали Рахмон был проинформирован о том, что оно построено на площади 1 гектара 5 соток земли и состоит из 2 цехов по производству электрокабеля, резинового и гофрированного шланга. Цех по производству электрокабеля расположен на площади 1200 квадратных метров. Его производственная мощность составляет 300 тысяч погонных метров в месяц. На этом предприятии производится до 30 видов электрических кабелей мощностью от 450 вольт до 1 киловольта. Эти кабели предназначены для прокладки внутренних линий электропередачи жилых и административных зданий. Было отмечено, что в цехе в 2 смены 14 местных жителей обеспечены рабочими местами и достойной заработной платой. В настоящее время сырье для покрытия кабелей импортируется из-за рубежа. В будущем планируется наладить производство пластиковых гранул на том же предприятии. Деятельность другого цеха этого предприятия направлена на производство резиновых шлангов. В цехе работает 8 человек в 2 смены. Ввезены и установлены станки производства ведущих мировых компаний. Производственный цех построен на площади 648 квадратных метров и способен производить 60 тысяч метров резиновых и гофрированных шлангов в месяц. Здесь производится 7 видов резиновых шлангов диаметром от 10 до 40 мм и 5 видов гофрированных шлангов диаметром от 16 до 40 мм. В строительстве предприятия принимала участие отечественная компания «Амир». Оно было построено в течение почти года с высоким качеством. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с возможностями предприятия высоко оценил качество строительных работ и его роль в обеспечении новых рабочих мест, увеличение экспортного потенциала и сокращение импорта продукции. На новом предприятии наряду с производственными помещениями имеются также административное здание, столовая для персонала и другие вспомогательные объекты, создавшие благоприятные условия для работы и отдыха работников. В целом на предприятии около 30 местных жителей обеспечены работой и хорошей заработной платой. Во дворе предприятия были выставлены образцы товаров и продукции этого промышленного предприятия. Вот в эксплуатацию таких предприятий, продукция которых в основном является импортозамещающей и экспортно ориентированной, является заметным шагом на пути к достижению 4-й национальной цели – ускоренной индустриализации страны. С учетом огромного значения этой цели, сегодня в городах и районах страны, в том числе в Сагдийской области, отечественными инвесторами на основе современных и инновационных технологий строятся производственные цеха и предприятия. Внимание правительства Республики Таджикистан к развитию промышленности и партнерству государства с частным сектором способствовало тому, что за годы независимости количество промышленных предприятий в стране увеличилось в несколько раз. Объявление годов развития промышленности также придало серьезный импульс этому процессу. 7 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе рабочей поездки в Сагдийскую область в промышленном районе Гулистон сдал в эксплуатацию таджикское металлургическое предприятие и ознакомился с производственным процессом. Нации президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе своей рабочей поездки в Сагдийскую область в промышленном районе Гулистона сдал в эксплуатацию таджикское металлургическое предприятие и ознакомился с производственным процессом. Новое промышленное предприятие создано на основе дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества Таджикистана с Узбекистаном. Его деятельность направлена на производство строительных материалов, металлических прутьев и арматуры. Сегодня в прекрасном городе Гулистан состоялось открытие таджикского металлургического завода. Наша компания «BE Holding» на протяжении долгих лет в Республике Узбекистан занимается производством металлургических продукций, пластиковых изделий, а также строительством. Во время встречи глав наших государств был создан Узбекско-таджикский фонд, который будет финансировать и поддерживать ряд проектов, которые будут создаваться на территории Республики Узбекистан либо Таджикистан. Стоит отметить, что за последние годы очень сильно развиваются дружеские отношения наших стран. Открытие границы тоже дало очень большую возможность нашим гражданам между собой посещать друг друга, быть в гостях, или же приезжать с туризмом, или же так же, как и мы, приезжать, создавать новые инвестиционные проекты. Я верю, что наш этот инвестиционный проект, он является первым, но он не будет последним. Мы обязательно дальше будем развиваться и также создавать новые рабочие места, новые производства в Республике Таджикистан.
Производственная мощность в год составляет 30 тысяч тонн продукции. С началом деятельности таджикского металлургического предприятия в Гулистоне около 130 местных жителей, большинство из которых молодые специалисты, обеспечены работой и хорошей заработной платой. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, начало деятельности нового промышленного предприятия назвал важным фактором на пути достижения одной из стратегических целей правительства Республики Таджикистан – ускоренной индустриализации страны. Президенту страны, уважаемому Эмомали Рахмону, представили проект строительства 2 этапа таджикского металлургического предприятия. Было сообщено, что строительные работы по созданию 2-го этапа промышленного предприятия в Гулистоне начнутся в конце 2024 года и завершатся в 2025 году. С началом деятельности 2-го этапа предприятия наряду с прутьями и арматурой также будут производиться другие виды металлических изделий в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. А производственная мощность таджикского металлургического предприятия будет доведена до 50 тысяч тонн продукции в год. На 2-м этапе будут созданы еще 130 рабочих мест. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал указания и ценные советы ответственным лицам для качественного выполнения строительных работ и запуска 2-го этапа в намеченные сроки. Следует отметить, что в Гулистоне Сагдийской области осуществляют деятельность около 50 промышленных предприятий, на которых в основном налажено производство импортозамещающей и экспортной продукции. В Республике Таджикистан действует всего 11 предприятий по производству арматуры, и это новое предприятие является крупнейшим. В сутки на предприятии перерабатывается 100 тонн металлолома. Средняя заработная плата рабочих составляет 4500 сомани. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в промышленном районе Гулистон дал старт деятельности общества с ограниченной ответственностью Доруй Сугт, сагдийское лекарство. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в промышленном районе Гулистона дал старт деятельности общества с ограниченной ответственностью Доруй Сугт, которое является 2-м фармацевтическим предприятием в Гулистоне на основе указаний и напутствий главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, в рамках реализации 4-й стратегической цели – ускоренной индустриализации страны и годов развития промышленности. Построено оно по инициативе отечественного предпринимателя Абдували Хаджиева. Аппараты и оборудование, установленные на 2 производственных линиях, были доставлены из известных мировых компаний, а производственный процесс и упаковка лекарственных материалов налажены в соответствии с мировыми требованиями и стандартами. Лекарственные материалы на новом промышленном предприятии производятся с использованием отечественных фруктов, овощей, лекарственных трав и частично за счет импорта сырья. На новом промышленном предприятии привлечены 60 местных специалистов, которые с использованием современных отраслевых технологий производят 30 наименований продукции, в том числе капсулы и лекарства различных форм и объемов, гранулы для суспензий, сиропы, растворы для наружного применения, лечебные и декоративные мази, другие импортозамещающие лекарственные средства. Согласно плану, производство будет доведено до 60 наименований в год. Производственная мощность предприятия в год составляет 30 миллионов упаковок лекарств, 1 миллион упаковок суспензий, 50 тысяч упаковок растворов для внешнего использования и 1,5 миллиона упаковок целебных мазей. В ходе ознакомления главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, с производственным процессом было подчеркнуто, что в условиях ускоренного изменения климата потребности людей в натуральных лекарствах увеличиваются. Отечественные фармацевты должны широко использовать богатые возможности Таджикистана в этом направлении. Согласно статистическим данным, импорт лекарственных средств в Таджикистан составляет $92 миллиона в год. В связи с этим глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил ответственным лицам соответствующей отрасли еще больше повысить качество и объем производства, внести соответствующий вклад в сокращение импорта лекарств и создание новых рабочих мест. В соответствии с данными, сегодня в Таджикистане произрастает более 4500 цветов и лекарственных трав, которые пригодны для использования в фармацевтической промышленности. В обществе с ограниченной ответственностью Доруй Сугт имеются лаборатории с современными приборами и оборудованием. Специалисты с использованием имеющихся возможностей особыми методами анализируют сырье и обеспечивают его безопасность. Отечественные предприниматели, руководствуясь показателями, озвученными в ходе послания президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, принимают эффективные меры по предотвращению ввоза некачественных и фальсифицированных лекарственных средств,
по снижению цен на лекарства, а также играют эффективную роль в охране здоровья общества путем создания новых промышленных предприятий и налаживания производства из отечественных лекарственных растений. Созданием общества с ограниченной ответственностью ДОРУ и СУХ, которое будет способствовать реализации государственной программы по развитию фармацевтической промышленности Республики Таджикистан на 2021-2025 годы, количество фармацевтических предприятий достигло 6. В соответствии с данными, фармацевтические предприятия Сагдийской области объем производства лекарств, медицинских товаров довели до более 486 тысяч самани, а за первое полугодие текущего года до 200 тысяч самани. Сегодня в Гулистоне, Сагдийской области, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, нажатием символической кнопки сдал в эксплуатацию 3 гидроагрегата Кайракумской гидроэлектростанции и после реконструкции. Бесперебойная работа станции после того, как на агрегат поставили монету, была оценена как положительная. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, нажатием символической кнопки сдал в эксплуатацию 3 агрегата Кайракумской гидроэлектростанции после реконструкции. Бесперебойная работа станции после того, как на агрегат поставили монету, была оценена как положительная. Гидроэлектростанция состоит из 6 гидроагрегатов. Последний агрегат с проектной мощностью 21 мегаватт был введен в действие в 1957 году. На протяжении 68 лет деятельности гидроагрегат и другое основное оборудование станции устарели. Ее производственная мощность снизилась на 12 мегаватт. Начиная с 2019 года по инициативе главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, на объекте начались работы по реконструкции. В течение более 5 лет гидроагрегаты за номерами 4, 5 и 6 были полностью реконструированы. Мощность каждого из них с 19 мегаватт была повышена до 29 мегаватт. В рамках проекта реконструкции Каракумской гидроэлектростанции с привлечением партнеров по развитию, местных и зарубежных специалистов до сегодняшнего дня заменена часть оборудования машинного зала, аппарат управления турбинами, трансформаторы, стимулирующие системы, аппарат водонапорного давления, система управления гидроагрегатов, 6 трансформаторов мощностью 40 мегаватт и другие основные аппараты, которые были доставлены из европейских стран. Вместо аппарата открытого распределения 220 на 110 киловатт был установлен аппарат или газового распределения. Также в рамках проекта была укреплена плотина станции, завершены работы по анализу старого оборудования на агрегате номер 2, реконструированы 5 грузоподъемных кранов. В ходе ознакомления лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, сообщили, что в настоящее время с привлечением отечественных и зарубежных компаний продолжаются работы по сбору деталей гидроагрегата номер 3, ремонт моста над верхним уровнем станции, сточной части и работы по реконструкции других частей машинного зала. В целом, после реализации этого важного проекта и полной сдачи в эксплуатацию других агрегатов, что запланировано до 2026 года, среднегодовое производство электроэнергии на Кайракумской гидроэлектростанции с 580 миллионов киловатт-часов будет доведено до 850 миллионов киловатт-часов. Уровень управления и обслуживания будет приведен в соответствии с современными требованиями. Глава государства поручил ответственным лицам с высоким качеством завершить оставшиеся работы в рамках проекта и в намеченные сроки с тем, чтобы этот проект после полного обновления еще столетия служил народу. За годы независимости страны при поддержке правительства Республики Таджикистан и с привлечением инвестиций уделяется особое внимание развитию сферы энергетики, реконструкции действующих гидроэлектростанций, поэтапно повышается уровень обеспечения электроэнергией социально-экономических сфер. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!